Дождь в помощь. Осадки способствуют стабилизации лесопожарной обстановки в Якутии. Проводится непрерывный мониторинг задымленности. Уголь заменить на газ. В Алдане планируют апробировать в отопительном сезоне газовое котельное оборудование. Меховая одежда якутской компании «Сахабулт» представила коллекцию на международном профессиональном салоне в Москве. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Осадки способствуют стабилизации лесопожарной обстановки на территории Якутии. За сутки ликвидировано 13 природных пожаров на площади свыше 5000 гектаров. Ожидается стабилизация обстановки в центральной части, на юго-западе и юге республики. На тушение пожаров привлекалось 700 человек и 50 единиц техники. За сутки слито 220 тонн воды на пожары в Сунтарском и Нюрбинском районах. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе, где действует 37 природных пожаров. При улучшении погодных условий в район будут направлены дополнительные силы. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. За сутки превышение предельно допустимых концентраций не зарегистрировано. К отопительному сезону Якутск готов на 69%. По данным штаба города, по подготовке к отопительному сезону промывка системы отопления многоквартирных домов проведена в 94% жилого фонда. Ревизия запорной арматуры 67%, промывка системы водоснабжения 98%, ремонт электроснабжения 75% и ремонт узлов ввода 89%. Из них 3000 жилых домов выдано, 900 актов проверки готовности к отопительному сезону, в том числе 180 актов на блокированный и аварийный жилой фонд, что составляет 29%. Сообщение администрации отмечает, что к 1 сентября все объекты должны иметь паспорта готовности. В Алдане планируют апробировать в отопительном сезоне газовое котельное оборудование. В чем преимущество этого топлива перед углем, узнали наши алданские корреспонденты. Газификацию города Алдана от трубопровода «Сила Сибири» ожидают не раньше 2022 года. Однако проницательные бизнесмены уже планируют объекты, которые будут работать на природном газе. Теплоснабжающая организация «Ассоциация строителей АЯМ», которая снабжает теплом несколько спальных районов города Алдана, планирует апробировать к началу отопительного сезона газовое котельное оборудование. В первых числах сентября должны, соответственно, стройку тут закончить, дотянуть этот первый этап, запустить свою потовскую котельную, чтобы горячая вода до 5 сентября подавалась именно на газе. Пока нет централизованной подачи голубого топлива, работать планируют на привозном газе. Храниться он будет в специальных резервуарах-хранилищах, от которых тянутся нити газопровода до котельной. Это 20-кубовые емкости, которые содержанием СПГ, сжиженного природного газа, в дальнейшем будет отапливать котельную ПАТО, и, соответственно, оно входит, наверное, будет входить в общую газификацию Алданского района. В ассоциации АЯМ газовое котельное оборудование собираются пока эксплуатировать в летний период. Это экономично, экологично и, главное, дешевле, чем работа с твердым топливом. В перспективе, после апробации испытаний, котельная будет полностью переведена на голубое топливо. Явные проблемы каждый год по качеству угля, соответственно, по людским ресурсам. Поэтому рано или поздно мы хотели перейти на сжиженный природный газ. И у нас пилотный момент был первый на свое здание, которое построили. Поставили газовую котельную, отработали год на ней. Конечно, это эксплуатация неба и земля по сравнению с угольной котельной. Во-первых, качество, во-вторых, всего лишь один человек, который обслужит это все дело. Проект оптимизации котельной предусматривает все нюансы от безопасности и экологии до момента полного перехода теплоцентрали на газовое топливо, который будет произведен легким движением руки. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. К началу отопительного сезона готовится и в Ленском предприятии тепловых и электрических сетей. Завершают мелкие текущие работы. В котельную поселка Дорожный завозят топливо. О работе энергетиков в материале Романа Токмакова. До старта отопительного сезона осталось меньше месяца. Для ресурсоснабжающих организаций это самое ответственное время. Надо многое успеть. У Ленского предприятия тепловых и электрических сетей нет никаких опасений. Несмотря на то, что мелкий ремонт коммуникаций еще идет, все работы здесь выполнят в срок. Я своим руководителям поставил задачу, что все земляные работы должны быть закончены до 1 сентября.
чтобы у нас не было показателем, как при языцах в народе говорят, если разрыли где-то что-то, значит скоро зима. Поэтому, чтобы вот не было вот этого, значит, сегодня я еще раз сказал своим руководителям, чтобы все вопросы вот в течение оставшегося, значит, 30 дней до начала отопительного сезона, чтобы все земляные работы были закончены. Работы по подготовке котельных к подаче тепла велись и внутри зданий. На центральной котельной Ленска в этом году масштабных ремонтов не проводилось. Однако наряду с другими объектами здесь также готовятся к отопительному сезону. На отопительной котельной, как обычно, провели капитальный ремонт, текущий ремонт основного оборудования, вспомогательного в полном объеме в соответствии с запланированными графиками. На сегодняшний день все ремонты закончены, оборудование готово к подаче тепла населению. Сейчас остались небольшие штрихи по завершению косметических ремонтов помещений, служебных, бытовых, производственных. Персонал готов приступить к отопительному сезону. Котельная в любой момент готова произвести запуск. 234 пункта плановых мероприятий, утвержденных руководством Ленского предприятия тепловых и электрических сетей, выполнены на 82%. На ежедневных планерках директор лично контролирует ход их исполнения. И в таком режиме предприятие продолжит работать вплоть до начала отопительного сезона. А значит, тепло в дома ленчан поступит вовремя. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Ну а пока в Якутии лето, и это время спелых, свежих овощей и фруктов. Насколько безопасно приобретать его в палатках, установленных прямо возле проезжей части? Чтобы ответить на этот вопрос, наши корреспонденты в Ленске отправились в рейд с сотрудниками административной комиссии. Как выяснилось, администрация города в Ленске продавать фрукты и овощи разрешено в 2 местах. Это перекрестки улиц Победы и Якутской, и Чапаева и Каландарашвили. А вот остальные палатки возникли самопроизвольно. Обычно большое количество таких мест торговли располагается вдоль самой длинной городской улицы Победы. Этот год не стал исключением. Сотрудники административной комиссии в день выезда обнаружили 2 несанкционированные точки. Пока мы сейчас не можем дать оценку, потому что сейчас должны представить документы, чтобы определить, являются ли они нарушителями. То есть находится ли они на территории общего пользования, либо, значит, в арендуемой территории. Здесь же тоже вот сейчас мы в качестве в целях профилактики также просмотрели. Торговля идет нормально, документы разрешающие есть, с учетом того, что эта территория находится в собственности магазина. Так. Хозяйства с поголовьем свыше 25 дойных коров могут рассчитывать на господдержку по программе «Финансовое оздоровление». Проект находится на стадии разработки специалистами Министерства сельского хозяйства. Эти изменения смогут заработать со следующего года. Программа «Финансовое оздоровление» работает с 2015-го. В данное время в ней участвуют хозяйства с более чем 100 дойных коров. Как показывает практика, госпрограмма показала свою эффективность как в плане зарплаты работников, так и производственных показателей. За период действия программы ежемесячная заработная плата в среднем повысилась до 30 тысяч рублей, а валовая продукция за прошлый год составила 1,5 миллиарда рублей. Поддержка, которая оздоровление, у нас очень большая помощь будет, потому что у нас это расходы очень большие, налоги тоже платим, и еще на солярку, на зарплату наших рабочих. У меня сейчас коровы 40 с лишним дойных, а поголовье у нас 105. Хотим мы участвовать в программе оздоровления и очень ждем, чтобы это приняли. Компания «Сахабулт» представила коллекцию меховой одежды и обуви на международном профессиональном салоне кожевенно-меховой индустрии «Мосфур». Якутская компания – единственное в России предприятие, которое начало обработку и получило замшу из оленей кожи. В показе «Сахабулта» впервые участвует победительница конкурса «Северная краса-2018» фестиваля «Зима начинается с Якутии» Елена Егорова из Мирного. Лена, а вы не будете в своем национальном наряде? Что наконец тоже случилось. Привезли вещи, вчера повесили. Ой, я, правда, ожидала лучшего. И у вас лучшие есть вещи. Вот просто я видела, готовые там висят. Но почему-то вот
Привезли сюда не те самые красивые. Да, сам факт, вот движение должно быть, да, сам факт, что здесь участвовали. Сегодня очень много дискутируется натуральный мех или искусственный мех, который в Германии, например, называют просто материал пластик. Да, что лучше? Так вот, Якутия – это самое главное. Для чего меховые изделия? Для того, чтобы защищать себя от мороза. Это делается на защиту человека. И лучше, чем у вас, нигде нельзя этого продемонстрировать. И где еще должен быть мех? Производиться, продаваться, где должны проходить фестивали меховые, ярмарки меховые. Только в Якутии, там, где это требуется. У нас самые талантливые, наверное, мастера, мастерицы, которые сохраняют традиции, умеют из любой одежды, даже из любой китайской шубы сделать красивейшую одежду в национальном стиле, украсив ее бисером, вышивкой. Также в рамках специализированной выставки проходят гала-показы новых коллекций ведущих российских и зарубежных производителей изделий из кожи и меха. Награждение конкурса «Меховщик года» – международный форум по продвижению изделий из натурального меха. Организаторами деловой программы салона выступают Российский пушно-меховой союз при поддержке Минпромторга страны и Международной меховой федерации. И в завершении выпуска первый республиканский чемпионат по кибатлетике проходит в Якутске. Это соревнования для людей с протезами рук и ног. Они проходят специальную трассу препятствий. Задания носят бытовой характер – от сесть, встать со стула для участников с протезами ног до закрутить лампочку для пользователей протезов рук. Спортсмены приехали из разных уголков Якутии, Хангаласского, Эмиконского, Амгинского, Ленского районов. Стоит отметить, что наша республика проводит чемпионат впервые по всему на Дальнем Востоке. В регионе планируют и дальше развивать этот новый вид спорта. Я думаю, это самое нужное направление, которое сегодня призвано адаптировать людей с ограниченными возможностями. Протезы всевозможные по новым достижениям техники, инновационные вещи. Они помогают жизни человека, который имеет какие-то ограничения. В России только-только развивается. Первый чемпионат в России прошел в 2017 году. То есть это очень свежий вид спорта, да? И мы думаем, что с такой поддержкой мы можем продолжать наше движение. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.